Добрый вечер. Это Якутия-24, прямой эфир, программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня. Сводка по пожарам. Сколько возгораний в лесах удалось локализовать и ликвидировать за минувшие сутки. Бяскёль обновляется. В пострадавшем от лесного пожара поселке восстановительные работы набирают обороты. Готовь сани летом. Какой уровень подготовки объектов ЖКХ республики к предстоящему отопительному сезону? К столетию якутской автономии по республике продолжается ремонт объектов культуры за счет федеральных денег. Каких театров и учреждений это коснулось? WorldSkills Russia. Сборная Якутии готовится к участию в национальном чемпионате «Молодые профессионалы». Нашим напутствовал Айсен Николаев. Строители пробурили все 25 скважин для установки свай под фундамент новых жилых домов для пострадавших от лесного пожара жителей села Бяскёль в Горном районе. Инженерные взыскания по строительству фундаментов жилых домов завершены. Приступаем к вывозу свай и первых домокомплектов. Об этом сказал первый зампред правительства республики Дмитрий Бердников, который руководит процессом восстановительных работ. С территории вывезли более 10 тысяч кубометров строительного мусора, завозят песок для вертикальной планировки. Строители обрабатывают и отрабатывают все вопросы, связанные с планировкой и посадкой домов вместе с жителями. Тем временем глава республики Айсен Николаев посетил лесопромышленный комплекс, где ведется производство домов для пострадавших от пожара жителей села Бяскёль. Новые дома изготавливаются из массивных деревянных стеновых панелей. Репортаж Власия Сергеева. Новые дома для жителей села Бяскёль производятся в 6 различных вариантах площадью от 50 до 100 квадратных метров. Они изготавливаются из массивных деревянных стеновых панелей по немецкой технологии. На одну вот такую панель забивается где-то порядка 4000 гвоздей. То есть, любой человек, который работал с гвоздями, понимает, что даже один гвоздь вырвать очень сложно. А 4000 гвоздей – это, естественно, архисложный процесс. Поэтому панель получается сильная, очень прочная, конструктивно очень прочная. За счет того, что это все-таки сильная древесина, материал имеет аккумулятивное свойство. То есть в этом доме будет тепло и уютно. Еще одним преимуществом данной технологии является быстрый монтаж. Так, по словам специалистов, возведение дома на 80 квадратных метров займет от 2 до 3 дней. Помимо этого, они отмечают высокую жесткость конструкции, что позволяет произвести отделку плиткой или краской, не опасаясь сдвигов панелей. В селе Бяскёль, помимо возведения новых домов, будут построены и другие объекты. Все понимают задачу, что нам надо обязательно людям помочь. И, еще раз говорю, к середине октября все дома уже построить. Кроме этого, конечно же, хотел бы особо отметить, что в селе Бяскёль по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина будет построена новая школа. Начиная со следующего года новый многофункциональный культурно-спортивный центр. Мы также намерены отработать по улучшению улично-дорожной сети, по электрическому освещению улиц поселка. И мы уверены, что Бяскёль в итоге станет еще лучше, еще краше, нежели чем он был до того пожара, который, к сожалению, огромному у нас случился. Сегодня первая партия домов была отправлена в Горный Улус. Уже завтра планируется начать работы по бурению свай под фундаменты. Власий Сергеев, Георгий Григорьев, Якутск. Пока ведется большая работа, вот уже 10 дней дети из пострадавшего поселка Бяскёль находятся на Черноморском побережье. Подробности далее. 9 августа 18 ребят отправились во Всероссийский детский центр «Орленок». Там они получают всю необходимую помощь, в том числе психологическую. Как рассказывает педагог-психолог, детей важно переключить от проблемы и создать дружескую среду. Над этим работают и вожатые, и психологи. Им надо создать среду, которая поможет им включиться, то есть дружескую среду, среду, которая помогающую среду, сопереживающую среду.
и вожатые, и психологи на это работают. То есть оказать поддержку, а также с каждым ребенком проводится индивидуальная консультация, которая помогает им осознать, почему бывают такие вещи происходят, как это переживать. Да? То есть здесь они получают такую, идеальную, можно сказать, поддержку преодоления различных ситуаций. Дети быстро адаптировались и завели друзей. Например, Аяна, одна из тех, кого отправили на отдых, делится, что первые пару дней все-таки чувствовала себя некомфортно. Не знала, с чего начать и с кем завязать разговор, но потом появились друзья, и теперь отдых протекает вдвойне приятнее. Все в нашем отряде очень общительные и дружелюбные. Они всегда поддерживают, они очень хорошие. Мне здесь очень нравится. Всего из села были вывезены 84 ребенка, из них 80 детей размещены в центре отдыха и оздоровления «Сосновый Бор». Также в сентябре еще 50 детей планируют отправить в Орленок. Сейчас в Бяскюэле полным ходом идет восстановление. Со следующей недели начнется строительство домов. Ребята вернутся из отдыха в свои новые благоустроенные дома. По данным оперативного штаба, по республике действует 107 лесных пожаров, тушат 38, локализовали 17, ликвидировали за сутки 12. Новых пожаров пока не выявлено. Борьбу с огнем ведут 3077 человек, 486 единиц техники. Работали 6 самолетов и 11 вертолетов. Самолеты Ил-76 отработали по Вилюйской району, Бе-200 работали по лесным пожарам Тампонского и Усмайского районах. По центральной западной части заречных районов, также ряда арктических районов преобладает первый и второй класс пожарной опасности. В ближайшие трое суток в районах мы ожидаем прохождения осадков в виде дождя. По ряду районов Вилюйской западной группы также ожидаем прохождения дождей и гроз. Угроза населенным пунктам на сегодняшний час не отмечается. В Якутске продолжают работать врачи из федерального центра. Напомним, специалистов российского Минздрава в регион отправил лично глава федерального ведомства Михаил Мурашко. В течение дня медики ознакомились с работой республиканской больницы номер 2, также Якутской республиканской клинической больницы. На сегодняшний день та двойная напасть, которая пришла в республику, непрекращающаяся работа с ковидом, плюс трехмесячный марафон с задымленностью, безусловно, явился испытанием. И несмотря на то, что наша поездка еще не закончена, общее впечатление здравоохранения республики достойно справляется с этими проблемами. Отметим, что цель прибытия федеральных врачей в Якутию – это помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, которые в последние несколько месяцев фиксируются у нас в регионе. Помимо этого, врачи будут исследовать, как на здоровье людей влияет дым от лесных пожаров. Хочется сказать, что ваши врачи очень компетентны. Честно, я не ожидала такого от республики, и это приятная неожиданность. Тем временем 145 новых случаев коронавирусной инфекции выявлены по республике за минувшие сутки, из них 82 в Якутске. На протяжении августа число новых случаев в среднем остается на уровне 150 в день. В последние дни наблюдается рост заболеваемости в районах, в частности в Алданском, Нернгринском, Мирнинском, Сунтарском, Вилюйском, Усть-Алданском, также Татинском, Мегино-Кангаласском районах. К другим темам. Объекты ЖКХ к отопительному сезону этого зимнего периода готовы на 83%. Об этом сегодня сообщили представители МинЖКХ Якутии на совещании у премьер-министра Андрея Тарасенко. На сегодня подготовлено 913 котельных, 3098 километров теплосетей, 122 километра водопроводных, 566 километров канализационных сетей. Плановый объем завоза топливно-энергетических ресурсов в навигацию этого года составляет 514 тысяч тонн. Из этого числа на сегодняшний день отгружено 334 тысячи тонн, это 65% от плана. Доставку топливно-энергетических ресурсов планируется завершить своевременно, до конца октября.
Ну, у нас задача была поставлена тоже Ростехнадзору, чтобы в совокупе вместе с нашими работниками навести порядок и оценить, насколько сегодня в действительности готовность всех наших систем к зиме. Достаточно емкая Ростехнадзором была сделана работа, которую они оценили сегодня готовность отопительным системам. И, соответственно, выявлено очень много замечаний. Эти замечания сейчас мы устраняем, потому что лучше их сделать сейчас, чем зимой. Мы потом будем бегать и искать на холоде и людей морозить. Поэтому задача одна из таких самых главных – быть в готовности и иметь запас материальный, чтобы все это вовремя устранить, поставить. И, соответственно, непрерывность тепла этого подачи у нас должна быть обеспечена людям. Чистка коллекторов, замена труб, промывка теплообменников, ленские коммунальщики также активно готовятся к отопительному сезону. Практически все котельные тепло- и водосети. Сообщается, что готовы на 95%. Репортаж Анны Кожевниковой из Ленска. Сегодня паровая котельная готова к отопительному сезону на 95%. Здесь провели ревизию запорной арматуры на газораспределительной установке. А также в летний период произвели техническое обслуживание насосного оборудования и сухую консервацию котлов. Это промышленная котельная ленского предприятия тепловых и энергетических сетей. С 2016 года она была реконструирована и разделена на две – паровую и водогрейную. Первая подает пар для тепловых завес, гаражные боксы авторемонтных мастерских и автобазы «Алмаздуртранса», а также используется для других нужд. Водогрейная отапливает производственные объекты, такие как управление материально-технического снабжения, а также жилой фонд на мелиораторов и дом пожарной части. Одна котельная водогрейная на 22 мегаватта производительностью и паровая котельная на 15 тонн в час производительностью. То есть на водогрейной котельной установлено 5 котлов водогрейных, на паровой котельной установлено 3 котла по 5 тонн производительностью пара в час. Сегодня идет промывка теплообменников. Это последние штрихи в подготовке к отопительному сезону. На остальных котельных все работы завершены. Помимо подготовки котельных, в летний период проделана большая работа по ремонту тепловых сетей и системы водоотведения. К примеру, сейчас на улице Северной в теплотрассе завершается демонтаж труб и очистка канала. Так, по улице Ленина заменено 400 метров трубопровода. Следить за исправностью сетей и чистить коллекторы в летний период – это одно из необходимых условий благоприятного прохождения отопительного сезона. Большие работы сделаны по коллектору в части замены одного диаметра трубы на больший диаметр трубы. Это по коллектору улицы Ленина. Всего 247 у нас мероприятий, а на сегодняшний день 82% эти мероприятия выполнены. По отдельным еще ведутся работы, по некоторым не подошли сроки, никаких опасений нету. Все, что необходимо было закупить, у нас закуплено. А подрядчики обеспечены всеми материалами. Общая протяженность сетей этого предприятия – несколько сотен километров. 92% населения Ленска обеспечивает тепло- и водоснабжением и водоотведением именно эта организация. Поэтому подготовка основательная. И, как отметил руководитель, временное отсутствие отстраненных людей, которые отказались вакцинироваться, не повлияет на работу и запуск отопления в положенные сроки. 7 сентября. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Правительство России одобрило заявку республики на строительство жилищных проектов. С помощью 4 миллиардов 200 миллионов рублей, которые получит и Якутия, около 18 тысяч жителей региона получат возможность жить в новых домах. Будет построено более 370 тысяч квадратных метров жилья в республике. Выделяемый инфраструктурный кредит позволит реализовать в полном объеме национальный проект «Жилье и городская среда». Напомним, ранее по поручению президента Владимира Путина на федеральном уровне был проработан механизм предоставления инфраструктурных бюджетных кредитов под низкую процентную ставку как недорогой и долгосрочный источник для финансирования инфраструктурных проектов в регионах страны. Это комплексная застройка квартала Воинская в городе Якутске, квартал Р в городе Нерюнгри и строительство жилья и общежития для работников Жатайской судоверфи в поселке Жатай.
Проекты предусматривают привлечение инвестиций на общую сумму 38 миллиардов рублей. Из них 4 миллиарда 163 миллиона – это инфраструктурные бюджетные кредиты. Продолжается ремонт объектов культуры в рамках празднования столетия якутской автономии в будущем году. Работы проводятся за счет федеральных денег в 2 этапа. Таким образом, будет отремонтировано 3 объекта. Это Саха-академический театр, театр малочисленных народов Севера, также якутская балетная школа. Рассказывает Саргалана Неустроева. В прошлом году прошел первый этап капитального ремонта. Так, благодаря обновлению 2 малых залов у Саха-театра появилась возможность проводить спектакли одновременно. Кроме того, теперь репертуар театра пополнился и спектаклями малых форм. Саха-академический театр получил у нас финансирование в течение 2 лет в пределах 30 миллионов рублей. В прошлом году у нас ремонтировались залы, появились еще 2 дополнительные площадки внутри академического театра. А в этом году у нас идут большие ремонтные работы по фасаду и по канализации. Глобальные изменения затронули и театр коренных малочисленных народов Севера. Теперь стены его 1-го этажа украшает оригинальная лепнина и художественная роспись. Но самое главное – это сам актовый зал. Свои двери театр откроет уже в октябре этого года. У нас открытие состоится 8 октября. Спектакль пластический, хореографический «Семя жизни». Зрители увидит новый зал актового зала, то есть у нас сейчас там будет и установлен занавес, и сценическое оборудование. До этого у нас его не было. То есть будут штанкеты подниматься. Ну и красивый вид создадим, уют. Более 6 миллионов рублей из федерального бюджета были выделены для якутской балетной школы, единственного на северо-востоке страны профессионального хореографического образовательного учреждения. Здесь, как подчеркнула директор, больше всего ждали ремонта балетных залов. Были постелены новые специальные полы с системой амортизации. Во-первых, это красиво, удобно детям. Это даже танцевать и заниматься приятно. Эстетично. А так, конечно, для здоровья, чтобы для позвоночника, для суставов, для опорно-двигательного аппарата, это необходимо, жизненно необходимо. Кроме того, в рамках празднования столетия Якутской ССР разработана и культурная программа. На ее реализацию выделено около 350 миллионов рублей. В этом году к нам приедет Мариинский театр, тоже по этой программе. В следующем году приедет Большой театр. У нас будет большая концертная программа, если нам позволят условия по пандемии в следующем году в Москве, в Санкт-Петербурге. И также у нас проходят съемки документальных фильмов о Якутии, которые будут транслироваться на федеральных каналах. Помимо прочего, в этом году будут отреставрированы и галерея зарубежного искусства в Национальном художественном музее и Никольская церковь в Хангаласском районе. На все работы предусмотрено более 150 миллионов рублей. Саргалана Неустроева, Павел Пахомов, Якутск. Айсен Николаев встретился с членами сборной Якутии, финалистами 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Глава региона отметил, что в прошлом году молодые якутяне добились признания как сборная с наилучшим прогрессом среди всех субъектов страны. Также Айсен Николаев выразил надежду на успехи ребят не только на этом чемпионате, но и в будущей их профессиональной жизни. Напомним, что сборная Якутии на финале 9-го национального чемпионата представлена 26 экспертами и 32 конкурсантами, которые поборются за медали по 26 компетенциям. Соревнование пройдет с 25 по 29 августа в городе Уфа. Более страшно и ответственно, я думаю, быть капитаном нашей сборной, потому что, если посмотреть результаты прошлого года, то они стали самыми прогрессивными, самая прогрессивная команда, которая завоевала 10 медалей. И, конечно, хотелось бы сохранить этот результат или даже улучшить его. И, мы постараемся это сделать. Я постараюсь, поддержать свою команду и будем надеяться на лучшее. Казачьи традиции в Южной Якутии сохраняются. Нерюнгринское казачье общество существует 30 лет, и там продолжают традиционно заниматься военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения, рассказывает Екатерина Павлова.
Палатка, полевая кухня, конюшня. В уютном уголке природы Южной Якутии с 2020 года расположилась казачья застава. Здесь обустраивают спортивные площадки, базу отдыха для кадетов казачьего класса. В природных условиях ребята практикуют полученные знания, соревнуются в прохождении полосы препятствий, состязаются в скоростной сборке-разборке автомата, демонстрируют навыки рукопашного боя и владения традиционным оружием, нагайкой и шашкой. Кроме того, кадеты ходят в походы, строят жилища, готовят на полевой кухне. Для ребят это своего рода модель казачьей жизни. На природе лучше. В городе уже все засиделись. Поскорее бы на природу выбраться. Проходить полосу препятствий. Ну, то, что подготовка, мышечную массу набирать. На сегодняшний день в кадетских классах обучается 36 нерюнгринцев, среди них 9 девушек. Казачат раньше брали с 12 лет, теперь в кадетские классы можно приходить уже в 9 лет. В год общество набирает до 15 ребят. Когда первый год были какие-то недочеты. Сначала сестра поправляла, дома занимались с ней. А тут он второй курс, и как-то надо самой делать. Стрелять из луков, на лошадях кататься и строевой заниматься. С 2018 года руководителем общества является Олег Евдокимов. У нас нет зарплат, то есть мы некоммерческая организация, и все это на добровольных началах. Если есть у человека в жилах вот это вот казачье, если есть, то оно есть, и никуда оно не денется. Казакам помогают участливые люди, местные предприниматели и депутаты. На субсидии и гранты казачье общество старается улучшить свою материально-техническую базу, но сегодня остается много нерешенных проблем. Есть вещи, которые мы своими силами не сможем сделать, никогда в жизни. То есть на данный момент у нас нет освещения. И сами мы его сюда своими силами провести не сможем. Обещания есть, но пока ничего нет. Вот. Год мы уже без света прожили, этот год, наверное, мы будем тоже без света жить. Сегодня нет средств одеть всех детей в форму, а форма – это дисциплина. Кроме того, казачеству нужны люди с горящим сердцем, готовые внести вклад в общество. Ведь казак – это состояние души и образ жизни. Казаки присягают родине, присягают вере и всегда должны помнить, что казак должен быть примером для окружающих, тем, на кого должны равняться другие ребята. Казачество – это не просто внешняя красота, форма, красивые слова. Это и глубокая внутренняя духовная сила. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите телеканал Якутия-24. Будьте всегда в курсе.